Ассаламу алейкум, друзья! Чечен Синдром приветствует вас на своем канале. Друзья, сегодня хотелось бы вспомнить о трагических событиях, произошедших в далеких 1950-х годах, в Восточном Казахстане. Знаю, что старшее поколение войнахов слышали о тех печальных событиях. А может, даже есть еще живые свидетели и непосредственно участники тех кровавых событий. После депортации чеченцев и ингушей в Казахстан, войнахи жили компактными поселками и работали на различных предприятиях Казахстана. Обосновавшиеся на тот момент в Казахстане чеченцы и ингуши участвовали во всех грандиозных проектах по восстановлению разрушенного войной советского хозяйства. Данные события относятся к городам Лениногорск, ныне Риддер, Усть-Каменогорск и Зыряновск. После Великой Отечественной войны в Восточном Казахстане стали усиленно развивать промышленность по добыче полезных ископаемых. В Усть-Каменогорске и Лениногорске развернулось большое строительство. Начали возводить гидростанцию на Иртыше, Ульбинский завод по обогащению урана, полиметаллические комбинаты. На стройки рудники привлекались специалисты со всей страны. Начало 50-х. Время послевоенного восстановления народного хозяйства. На Рудном Алтае развернулось строительство заводов, ГЭС, дорог. Регион остро нуждался в рабочих руках. Именно в этот период с Дальнего Востока хлынул поток уголовников, попавших под Бериевскую амнистию. Как значилось в следственных документах, деклассированных элементов, эшелоны прибывали в Новосибирск, а оттуда разношерстная публика разбредалась по необъятным просторам советской страны. Прямо на вокзалах действовали вербовщики, которые набирали зеков и направляли на стройки. Из воспоминаний Киси Каруевой, одной из долгожительниц Чеченской Республики, в городе Лениногорск отбывали наказание 15 тысяч переведенных на вольное поселение каторжников. В основном это были уголовные элементы, сосланные сюда со всей страны. Из бараков их перевели в другой городок на противоположный берег Иртыша, а в освободившиеся бараки, предназначенные для уголовников, поселили депортированных из родных мест чеченцев. Те, кто прошел казахстанскую ссылку, наверное, помнят, что из всех 13 лет изгнания, самой холодной, голодной и тяжелой была зима 1946 года. Случилось это из-за неурожая, который постиг страну в том году. Обессилевшие чеченцы умирали целыми семьями. Но не только голод и холод испытывали в неотапливаемых помещениях несчастные переселенцы. Сюда периодически наведывались зэки, бывшие хозяева бараков. Они устраивали погромы, убивая и калеча чеченцев. Уходя, сжигали бараки, оставляя людей в лютые морозы без крыши над головой с трудом добытого провианта. Власти были в курсе всех этих беззаконий, но намеренно не вмешивались, молча поощряли геноцид местного масштаба. Убедившись, что помощи им ждать неоткуда, чеченцы решили защитить себя сами. Накануне очередного погрома они собрались вместе и решили достойно встретить своих мучителей, не дожидаясь, пока те ворвутся в бараки. Организаторами этого своеобразного восстания против уголовников был ученый-арабист Ума Макаев из Улускерта и Махмуд Ахмадов из селения Гойты. Эти два мужественных человека, осознав, что другого выхода у них нет, вооружили чем попало всех, кто способен был держать в руках хотя бы палку, включая женщин и детей, и пошли навстречу зэкам, которые двигались к баракам, чтобы в очередной раз подвергнуть их разгрому. Впереди шла молодежь, следом подростки, старики, женщины и дети. На мосту через реку Иртыш произошло самое настоящее сражение между зэками и восставшими переселенцами. Женщины и дети сражались наравне со взрослыми мужчинами. Несмотря на неравенство сил, чеченцы дрались с отчаянием людей, которым нечего было терять. Они хватали своих обидчиков, избивали, сбрасывали с моста. На Иртыше был еще лед, и сбрасываемые с моста уголовники разбивались насмерть. От этого весь лед был в крови. Потом толпа расступилась,
и дрались уже отборные силачи с обеих сторон. Глубокой ночью чеченцам удалось прорваться сквозь толпу и зайти в казахское поселение, чтобы раствориться здесь среди местных жителей. Им удалось продержаться в этом поселении 3 дня и 3 ночи. Потом в это дело вмешались милиция, армия, охрана вольнонаемников. Сначала они стреляли в воздух, потом по беззащитным чеченцам. После этой кровавой расправы власти, наконец, прислали машины и расселили всех чеченцев по Семипалатинской области. Предводителей восстания, Умму Макаева и Махмуда Ахмадова, отправили в Нижний Тагил в один из самых страшных лагерей, где редко кто выживал. Умма был человек грамотный. Он больше, чем за себя, переживал за своего молодого друга Махмуда. Он писал в Москву письма, доказывая, что чеченцы были вынуждены действовать так в целях самообороны и другого выхода не было. Благодаря хлопотам Уммы, через 3 года Махмуда освободили, а сам Умма просидел в этих жутких лагерях вплоть до 1953 года. Последующие события вспыхнули в Усть-Каменогорске 10 апреля 1951 года. По словам Николая Константиновича Головачева, в то время секретаря парткома Треста Алтай-Свинецстрой, имела место спланированная провокация. Следствие выяснило, что бунт организовал бывший обер-лейтенант германской армии, по национальности русский, завербовавшийся на стройку из Белоруссии, говорил Николай Константинович. В начале апреля был какой-то чеченский праздник. Группа чеченцев ехала на грузовой машине по проспекту Ленина. В районе парка «Металлург» в машину заскочили 4 человека и ударили одного пассажира ножом. Кажется, он был муллой. Скрылись они в палаточном городке вербованных. Молодые чеченцы стали их преследовать. Завязалась драка. В цехах крупных предприятий в разгар дня стали поступать звонки: «Наших режут». Толком не разобравшись, рабочие побросали свои места и, вооружившись кто чем, ринулись на чеченские землянки. Закончилось побоище только к 6 утра следующего дня, когда взяли палатку с вооруженными главарями. Смута в Усть-Каменогорске продолжалась 3-4 дня. Группы уголовников нападали на чеченцев и гнали их в реку с криками: «Мы вас накупаем». Пенсионеру Анатолию Малюгину, в ту пору 13-летнему мальчику, на всю жизнь врезалась в память, как проваливались под лед и тонули старики, женщины, дети. Было тепло, и река вот-вот могла вскрыться, рассказал в свое время Усть-Каменогорец. Чуть ступишь на лед, проваливается. Река в ту пору была полноводной, опасной. Мы с ребятами сначала бежали рядом с толпой, а потом чеченцев стали теснить в воду. Кто посильнее, те на другой берег выбирались. Слабых подхватывало течением и уносило. Тогда многие потонули. Жертв было бы намного больше, говорит Николай Головачев, так как из Зыряновска и Лениногорска шли поезда, до отказа набитые чеченцами, ехавших на подмогу. Оба состава спецслужбы остановили далеко за городом. Об инциденте было извещено руководство страны, включая Сталина. Через 3-4 дня начались массовые аресты. Задержанные направлялись в городскую тюрьму, камеры которой быстро оказались переполнены. Ну а дальше был суд. Заседания проходили в клубе свинцово-цинкового комбината. Горкомовцам давали билеты, чтобы посмотреть процесс. По словам парторга строительного треста, судил Лев Смирнов, один из обвинителей на Нюрнбергском процессе. Судили человек 50, может, больше, но главного зачинщика вроде не нашли, рассказывал фронтовик Василий Петрович Пизиков, возглавлявший в 50-е годы отдел агитации и пропаганды Усть-Каменогорского горкома партии. Говорили, что это была спланированная акция, что о бунте в тот же день передал «Голос Америки». Спустя некоторое время после бунта, в Кремле было принято постановление о реабилитации переселенных народов, в том числе чеченцев. В Усть-Каменогорск, из Москвы, срочно приехал инспектор ЦК, для сбора сведений о жизни и настроениях чеченской диаспоры. Сопровождать высокого визитера поручили Василию Пизикову. Мы объехали районы Усть-Каменогорска,
где концентрированно жили чеченцы, на Бабкину мельницу, в Чечен-городок, район кирпичного завода. Инспектор предупредил: «Меня не представляй, беседуй с людьми сам, а я послушаю». Интересный разговор получился на кирпичном заводе. Сначала собрали молодежь, они говорят: «Тут хорошо, платит много, не обязательно возвращаться на родину». Потом подошли старшие, одни вроде за то, чтобы вернуться, другие, чтобы остаться. А в конце одного старика под руки ведут. Все замолчали. Гробовая тишина. Старику объяснили, что принято такое-то постановление. Он выслушал, а затем тычет пальцем переводчику: «Этому, на меня, не говори, он здешний». А приезжему показывает на инспектора: «Скажи, даже змея ползет умирать к своей норе. А вы хотите дать нам свободу и не разрешить вернуться на родину». И все с ним согласились. И спустя короткое время вышло новое постановление, разрешающее чеченцам выехать на свою землю. Сегодня, к сожалению, нет в живых никого, кто рассказывал нам в свое время о тех событиях. Бунты 1950-х годов стали единственной серьезной смутой советского периода в Восточном Казахстане. Со временем вербованные отсеялись, вернулась на Кавказ большая часть чеченской диаспоры. Но те, кто остался в Восточном Казахстане, обязательно учат своих детей дорожить мирным соседством со всеми на этой земле. Друзья, в завершении, хотелось бы от себя сказать: да помилует Аллах всех тех безвинно погибших людей во время тех событий, и да покарает тех, кто все это затеял. На этом все, друзья. С вами был Чечен Синдром, и до новых встреч.